Сразу два взрыва в Запорожье. Кто-то бросил гранату во двор дома депутата областного совета. Почти одновременно во дворе девятиэтажки на воздух взлетела машина. Сгорели еще два автомобиля по соседству. Есть ли связь между взрывами, узнавал Олег Притыкин. Взрыв во дворе дома депутата облсовета Виктора Щербины произошел около 11 вечера. Когда через забор перелетел снаряд, хозяин дома с семьей и гостями сидел на веранде. Осколки чудом не задели людей. Мы даже и не поняли, что это произошло. Мы даже не видели осколков, мы даже не видели того, что посечено, как окна повыбивало. Это все было мгновение. Депутат считает, что нападение связано с его политической деятельностью, ведь скоро состоятся выборы в один из сельсоветов, и Щербина активно поддерживает своего однопартийца. Эксперты установили, во дворе депутата взорвалась боевая осколочная граната. Попередньо встановлено, що дійсно вибухнула граната F1. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Позже, около полуночи, взрыв разбудил жителей спального района. Во дворе девятиэтажки взорвался автомобиль. Огонь охватил еще две соседние машины. Спасатели быстро потушили пламя, однако легковушки восстановлению не подлежат. Местные жители рассказывают, что за несколько минут до пожара во всем квартале внезапно погас свет. Предполагают, выключили его специально, чтобы охранники не увидели злоумышленников. Скорее всего, поджог, потому что наша загрязнена территория. И когда выключили свет, охранник, скорее всего, тут находился. Он же не мог там контролировать. А там, возможно, перекинули и все. В полиции версию поджога не подтверждают. Говорят, автомобиль вспыхнул из-за неисправной проводки. Правоохранители считают, два взрыва между собой не связаны. Расследуют только нападение на депутата. Виновных пока не установили. В Запорожье взрывы и выстрелы уже не в новинку. Месяц назад злоумышленники устроили взрыв, пытаясь проникнуть в один из банков. Еще раньше, в июне, снарядом разрушило кафе. Ни одного из подрывников пока не задержали. Из Запорожья Олег Притыкин, Эдгар Копытов. События. Канал Украина.